Все мы разные и все мы вместе. Именно так считают участники международного фестиваля «Альма-Матер». Он прошел в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Организатором выступили Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, а также член Императорского палестинского православного общества, преподаватель русского языка как иностранного Анна Петрова. Цель такого фестиваля – прежде всего познакомить с традициями музыкальной и поэтической культуры представителей народов Азии, Африки, Востока, а также укрепить дружбу, мир и солидарность между представителями разных культур. История создания международного фестиваля «Альма-Матер» началась в январе 2020 года. Тогда он объединил более 200 человек и помог обрести новых друзей. Сегодня международный фестиваль носит имя Льва Пантелеймоновича Куракова, отца иностранцев, поскольку первые иностранные студенты приехали обучаться в Чувашскую республику 30 лет назад благодаря его содействию. Кураков, он был не только для Чувашии важный, он превзошел и Чувашию, и границы России. Это мирового значимость имел. Кураков для Чувашии как Че Гевара для Аргентины, как Фидель Кастро для Кубы, как Ясер Арафат для Палестины, как Хуго Чавес для Венесуэлы, как Нельсон Мандела для Южной Африки. Кураков – это любовь, Кураков – это знамя, Кураков – это милосердие, Кураков – это единство, Кураков – это дружба, Кураков – это объединение, это согласие, это взаимопонимание. И мы должны к этому всегда стремиться, этим жить и этим жизнь не притворить. Одной из миссий Льва Пантелеймоновича было укрепление дружбы, мира и солидарности между странами и народами. И в этом очень помогает международный фестиваль «Альма-Матер». Человек, который очень многое сделал для жизни не только людей, которые проживают в Чувашии, но и во всей нашей Российской Федерации. Работая ректором Чувашского государственного университета, я уже был с ним знаком, это практически с 80-х годов прошлого столетия. Он показал себя незаурядным человеком, поскольку мы имели договора с Чувашией по подготовке студентов для Республики Мариэл, и он нам оказывал очень большую помощь в подготовке кадров различного направления, различного уровня для экономики и социальной жизни Республики Мариэл. Будучи возглавляя Ассамблею народов Чувашии, мы с ним заключили договор о совместной деятельности нашей ветеранской организации профессионального образования Республики Мариэл и Ассамблеи народов Чувашии. В этот вечер все вспоминали, каким человеком был Лев Пантелеймонович Кураков. Участники встречи поделились своими воспоминаниями. Он был выдающимся человеком, без сомнения. Но мы, в свою очередь, являемся продолжателями его дела. Занимаемся и просвещением, и культурой. Пишем картины о дружбе, о сотрудничестве между народами. Вот как раз он являлся в свое время большим знатоком зарубежья, бывал во многих странах, где сеял как раз вот эти самые зерна сотрудничества, дружбы между народами. В течение 19 лет Лев Кураков занимал должность ректора Чувашского государственного университета имени Ульянова. В разные годы был президентом Академии наук Чувашской республики, вице-президентом Чувашии, председателем Республиканского кабинета министров, председателем Госсовета Чувашской республики. При жизни мы редко обращаем внимание на человеческие качества, работоспособность, самопожертвование во имя общих ценностей. Это как бы так и должно быть. Но если этого человека с нами больше нет, мы начинаем понимать, какой бриллиант нами утерян, и восполнить его вряд ли удастся. Поговорка «незаменимых людей нет» полностью утрачивает свою актуальность после потери таких талантливых людей. Лев Пантелеймонович останется в наших сердцах добрым, целеустремленным и неимоверно работоспособным человеком. Его труды многим помогут оценить значимость человека труда, человека-изобретателя, человека-исследователя. Вечная память нашему дорогому другу. Так что международный фестиваль «Альма-Матер» объединил иностранных студентов. И нужно еще раз сказать о том, что язык музыки, танца, да и вообще любого творчества универсален и понятен каждому. Это язык чувств и эмоций. Так что это еще один шаг к укреплению дружбы между представителями разных народов, культур и религий.